Николай, 1:30. Я желаю потом расследовать все равно. Вместе с распиской, там снизу не перепутал. А где расписки? А под распиской. Сейчас, подождите. Доставки на одного. Дальше. Любое свое личное решение прокуратура может оказаться в таком. Что-то ты не нашелся? Всегда напишите фамилию Уразманов. Они перед нами, да. Нормально. Я с Соловским уже работаю, что-то будет приходить. Скажи, оставь номер, скажи, кто позвонит, если Если же вопрос есть, конечно. Они сейчас же не приходят, будут. правильно? Сейчас же не приходит никто. Сейчас тут будут стоять шмоточники. Вот. Когда кто-то против торги, всегда остается грязно, и шмоточников потом долго делать. Мы сейчас, знаешь, что сделаем? Мы сейчас договариваемся по счету подземные переходы есть? Мы сейчас по поводу них договариваемся. Сейчас мы договоримся по поводу подземных переходов. Если сейчас там все нормально будет, то есть подземки есть, подземные переходы, можно будет туда. Там прямо стоять, да, то же самое столами, или там павильон есть? А у нас столами. Я вот здесь залетных не было и не будет. Здесь все клиенты, все наши. Вот нам. Здесь все только наши. Получается, я вам платил за то, что вы гребили, заходили и... У тебя микрофон, что ли, никого? Такие вопросы не встают. Тебе Эдик все объяснил. Тебе никто, кроме меня, не подойдет. 3 дня 900 рублей. Третий день сегодня, по 900 рублей. Вы сказываете, в принципе, меня, что вы будете, не будете, что вы тогда берете? Я просто, Ты ей оставлять? В Украине или как? Ну, что она скажу, но приду послезавтра, там, что она останется так, что... Лучше стало оставлять. Ну, 200 рублей. Видишь? Угу, передал. Все, играть. Ты ушел. В Казани сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД по Республике Татарстан задержан житель Казани 1958 года рождения, предполагаемый организатор группы, занимавшийся вымогательством. Ранее в отношении него и других участников группы, которые были арестованы месяцем ранее, следственной частью Главного следственного управления МВД по Республике Татарстан было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство, совершенное группой лиц». В ходе предварительного следствия установлено, что фигуранты дела, действуя в составе организованной группы, под угрозой применения насилия и повреждения имущества, незаконно требовали у 7 потерпевших передачи денежных средств за возможность осуществления торговли вблизи рынка на улице Адаратского города Казани. Потерпевшие, опасаясь за свою жизнь и здоровье, вынужденно согласились с незаконными требованиями и передали злоумышленникам денежные средства. Общая сумма преступного дохода вымогателей составила около 580 тысяч рублей. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других эпизодов противоправной деятельности подозреваемых. МВД по Республике Татарстан просит всех, кто обладает сведениями о преступной деятельности данных лиц, обращаться по телефонам 02 112 291 20 71, 291 39 29.